главном случившемся от начала до конца, как участник этого процесса, а не сторонний наблюдатель. Я хочу напомнить, что все началось с того, что представители научного сообщества поехали в Горную Ингушетию в очередную экспедицию и увидели, что музеи федерального значения в горах Ингушетии бульдозеры прокладывают дорогу. Естественно, они попросили объяснений у власти региональной. Их требования поддержала молодежь. Но вместо объяснений мы услышали оскорбления в адрес народа, вранье и последующее подписание антинародного соглашения. Я хочу напомнить тем, кто забыл, после возмущения молодежи в этом районе объявили контртеррористическую операцию и даже продемонстрировали якобы убитых там 3 боевиков. Именно после этого представители гражданского общества Ингушетии собрались для того, чтобы принять решение о проведении всегражданского форума в Ингушетии. Именно так началось все. Но действия власти повернули совсем в другую сторону. В самом начале они попытались спровоцировать беспорядки, перевести все происходящее в межнациональный конфликт или поставить федеральную повестку протестов. Мы этого не допустили. Главная причина именно возмущения гражданского общества Ингушетии заключалась в том, что мы не хотели допустить убийства молодежи. Нам продемонстрировали готовность применения силы. И у нас хорошая память. Мы помним о 1000 убитых и похищенных в Ингушетии людей за последние годы. Именно после этого мы сделали все, чтобы этот протест был мирный. И действительно, его возглавили люди, которые не безразличны к судьбе собственного народа. Это были самые эффективные и самые полезные общества, представители неправительственных организаций. Сегодня это дело не имеет никакой политической основы, тем более не идет речь ни о какой справедливости. Это банальная месть генералов, которые обижены на гражданское общество, на народ Ингушетии. Тем самым они хотят продемонстрировать и наказать гражданский протест в России, не только в Ингушетии, в России. Нас хотят заставить бояться. Нас хотят заставить бояться отстаивать свои национальные, народные интересы. Мы этого не должны допускать. Я хочу сказать всем собравшимся, всем, кто меня слышит, все, кто сегодня находится под арестом, кто уже прошел арест, они не отказались ни от одной своего требования, ни от одной идеи, ни от того, что не хотят допустить кровопролития гражданской войны в нашей республике и вообще в нашей стране. В реальности все они не сломлены и не могут быть сломленными. То, что от них хотели, никто не добился и не добьется. О том, что сегодня мы не можем выйти, это неправда, мы можем выйти. Но мы не хотим рисковать молодежью. Мы не хотим допустить гражданской войны в Ингушетии. Слишком дорого тот мир, что у нас есть, дался нам. Именно поэтому было принято именно эти решения. И самый заинтересованный человек в этих беспорядках была региональная власть, которая не послушала мнения народа, которая попыталась сделать все, чтобы спровоцировать эти беспорядки. Беспорядков не было. На протяжении, это же не одна акция, на протяжении целого года прошло очень много мирных акций протестов. Ингушетия продемонстрировала, это единственный регион в России, где в протестах участвовало больше половины взрослого населения республики. И на сегодня мы тоже не сломлены. Несмотря на то, что люди арестованы, многие организации закрыты. Я хотел бы сказать, чтобы люди боролись за свои права мирными акциями. Да, мы знаем, что власть узурпирована, она захвачена. Произошел антиконституционный захват власти во всех регионах России. Но нам нельзя допустить кровопролития. А для тех, кто сомневается, я хочу закончить видеозаписью, которую нам продемонстрировали
где Юнусбек Евкуров в разговоре с одним из олигархов индусских сказал: для того, чтобы люди исполняли мое мнение, мои желания, я готов был убить 10 тысяч ингушей, но у меня нету таких ресурсов. И он жалел о том, что у него нет ресурсов. Я это говорил и раньше, и мои друзья и коллеги это говорили. Мы не допустим, чтобы убили 10 тысяч ингушей. И мы не допустим, чтобы интересы народа никто, дававшись до власти, не соблюдал. Мы сделаем все, чтобы интересы народа были представлены, чтобы никому не позволить оскорблять собственный народ и граждан нашей страны. Спасибо.